Наша программа не охватывает одну конкретную тему. муҳим он аст ки қаҳрамони барномаи мо ҷавон ва муваффақ бошад ва роҳеро барои ояндаи нек нишон дода тавонад. Если вам интересно узнать о творчестве, деятельности и проектах ваших успешных сверстников, то оставайтесь с нами. агар шумо ҳамчунин ҷавонони муваффақро медонед, мешиносед ва дар борааш иттилоъ додан мехоҳед, пас бо мо дар иртибот шавед. Это программа Комьёб. Меня зовут Махинос. ва ман Довуд. Салом ба бинандаҳои барномаи Комьёб. Мы рады приветствовать вас на нашем канале, и это второй выпуск программы Комьёб. қаҳрамони навбатии барномаи мо бонуи ҷавон ва боистеъдод, муаллифи курси HR Generalist, бизнес-мушовир ва муассиси мактаби тиҷорат Каринаи Карим мебошад. Мне интересно, что такое HR-генералист? HR Generalist курс дар бораи чӣ тавр ба кор ҷалб кардани мутахассисони ҷавон ва боистеъдод дар самтҳои гуногун мебошад. Это интересно. Карина – бизнес-тренер, предприниматель, консультант ПРООН, основатель школы бизнеса, автор курса HR-генералист. Как такое возможно, чтобы в столь юном возрасте развиваться в таких разных направлениях? таҷрибаи 7-солаи Карина дар ин самт метавонад исботи гуфтаҳои мо бошад. Барои огоҳии бештар аз фаъолияти ин бонуи муваффақ, сужаи омодашударо тамошо мекунем. Здравствуйте, меня зовут Карина Карим, и мне 30 лет. Последние лет 10, наверное, в моей жизни я занимаюсь развитием предпринимательства и развитием образовательной такой деятельности в Таджикистане. Училась я в нашем местном технологическом вузе, изучали мы менеджмент, и по сей день вот знания, которые я получила в университете, на самом деле они мне пригодились. Как ни странно, потому что обычно я слышу, что все, что мы учили в университете, нам пришлось забыть. А мне же эти знания на самом деле в жизни очень помогли. 2 года назад я пришла к тому, что мне хочется продолжать обучение, но на самом деле курсы краткосрочные уже не могли удовлетворить мое любопытство, мою любознательность, скажем так. И я пришла к тому, что я созрела для MBA, поступила в Казахский университет, который прошел аккредитацию великобританской школы. И уроки проходят в Таджикистане. Часть уроков проходят онлайн, остальная часть офлайн, и учителя прилетают преподавать нам здесь. Для того, чтобы поступить на MBA, нужно иметь высшее образование обязательно и опыт на руководящей позиции. Идея пришла много лет назад. Получилось так, что было много вопросов относительно HR, относительно управления персоналом. Очень многие знакомые, родственники, коллеги задавали большое количество вопросов. Я понимала, что одна на все вопросы ответить я не способна, потому что я одна, вопросов много, и в целом не во всех областях я являюсь экспертом. Поэтому я пришла к выводу, я люблю обучение. Есть люди, которые хотят изучать это направление, и у меня есть окружение, которое в этом хорошо разбирается. Сложив эти все факты, я решила, что почему бы и не открыть курсы по управлению персоналом. Кадровик и HR – это разные профессии. Кадровик – это специалист по делопроизводству, он отвечает именно за ведение кадрового учета, осуществляет формирование приказов, заполняет трудовые книжки. HR же работает в более широком спектре. Он занимается вопросами закрытия вакансий, вопросами мотивации, разработки новых каких-то программ мотивации сотрудников, изучает вопрос, насколько сотрудник соответствует занимаемой должности, насколько он лоялен компании. Также HR занимается развитием бренда работодателя, чтобы все кандидаты на рынке хотели работать именно в этой компании. То есть спектр работы HR – это менеджерская позиция, которая охватывает очень большое направление в работе компании. Человек, оплатив 2000 сомони, получает знания от преподавателей, которые накопили опыт в течение 10 лет. То есть самый маленький стаж работы в HR у наших преподавателей – это 5 лет. И чтобы накопить те знания, они набили очень большое количество шишек, они платили очень дорогостоящее обучение, и на самом деле 2000 сомони вообще несоизмеримо с теми знаниями, с той поддержкой, которую они получат во время обучения. У нас есть рассрочка, можно оплачивать курс в течение 3 месяцев без переплат. Что меня очень радует, на сегодняшний день не все наши ученики платят за обучение сами.
Очень многие, оставляя заявки, говорят о том, что мой руководитель показал ваш сайт и предложил мне пройти обучение. После обучения мы остаемся на связи с нашими учениками, и у них есть такая возможность задавать вопросы любому нашему тренеру, и мы с радостью на эти вопросы отвечаем. Тот факт, что более, наверное, 13 наших учеников, их было около 100, после прохождения обучения получили повышение на работе, зарплате, в должность. Это и есть результат. В бизнес-школе в этом году будет 5 лет. И наша главная задача – это обучение предпринимательству. За 5 лет мы реализовали более, наверное, 25 проектов, и в основном они все в регионах. То есть в Душанбе у нас деятельность не такая активная. Мы работаем с партнерами, выезжаем в регионы и преподаем там предпринимательское дело. Мой жизненный опыт, он такой небогатый на сегодняшний день, но он показал мне то, что если ты делаешь то, что тебе нравится, и стараешься делать это качественно, стараешься вносить какие-то элементы, которые будут твое дело, твой продукт, услугу улучшать, то это, конечно же, приведет к чувству самореализации, к ощущению того, что ты делаешь то, что нужно, то, что полезно. Главное мое достижение к 30 годам – это то, что я знаю, что я хочу, и знаю, как я должна это делать. Моя семья и родители, конечно же, оказывают влияние на мою жизнь по сей день, несмотря на то, что мне уже 30 лет. Но в любом случае их одобрение, их рекомендации для меня очень важны. Я думаю, что зачастую я сегодня такая благодаря их строгости, потому что мы воспитывались в строгости. И кроме этого у нас была достаточно обеспеченная семья, но нам никогда не давали деньги, нас не баловали. Всегда, когда мы просили деньги на карманные расходы, нам выдавалась такая небольшая сумма денег, и при этом всегда была цитата: «Мы сами купим, скажи, что ты хочешь». То есть нас растили в строгости, в ограничениях, и больших денег мы не видели. И было такое чувство небольшого голода, что вот деньги имеют какую-то ценность, их нужно на самом деле заработать, они не даются просто так. Главный мой страх на сегодняшний день, и не только мой, а очень большое количество людей на планете, это я очень боюсь беспорядков, очень боюсь войны. И сейчас еще раз я осознала, что мы живем в Таджикистане в очень мирных, безопасных условиях. Я еще раз оценила сегодняшний день, сегодняшнюю жизнь. Какую бы рекомендацию я могла дать подрастающему поколению? Наверное, это вкладывать в себя во всех смыслах, и в плане саморазвития, и в плане образования, и в плане внешности, и в плане культурного обогащения, потому что это самая лучшая на самом деле инвестиция. Это то, что у вас не сможет отнять несчастливый брак, какая-то война, какой-то стресс или какие-то жизненные сложности. Это то, что всегда будет с вами. И вы всегда сможете это монетизировать, если будет такая необходимость. Отрада наблюдать за тем, как стремительно развиваются девушки в Таджикистане. И, прошу заметить, развиваются очень даже успешно. Бале, инчунин таҷриба ва муваффақиятҳои Карина метавонад барои шумо манбаи ангеза ва намунаи барои пайравӣ бошад. Думаю, сюжет был очень даже полезным. И, возможно, кто-то из вас, уважаемые зрители, захотят пройти курс Карины HR Generalist. Қаҳрамони нашри минбаъдаи барномаи комёб, ҷавони дар самти тиҷорат муваффақ ва муаллифи китоби санъати фурӯш Азиз Шарифов мебошад. Увидимся с вами на следующей неделе в программе Комёб. хоҳиш ва пешниҳодҳои худро метавонед тариқи почтаи электронӣ дар зери навор буда ба мо ирсол намоед. Пока-пока.